Тема номер один. В стране массовое отравление продуктами питания и заражение ботулизмом. На это время в разных регионах 200 пострадавших. Большинство в Москве, 149 случаев, в Московской области 20, в Нижнем Новгороде 14 случаев, столько же и в Казани. 8 из них в тяжелом состоянии в реанимации, 2 на ИВЛ. Все они употребили в пищу салат лоби от московской компании Local Kitchen и оказались заражены ботулизмом. Это острое инфекционное заболевание, поражающее нервную систему. 3 подозреваемых задержаны, в том числе руководитель компании Local Kitchen. Они работали под брендом «Кухни на районе», где в Татарстане продавали опасный салат и сняли ли все с реализации. Рамиль Шайдуллин с подробностями. Сразу 14 татарстанцев оказались в инфекционной больнице с диагнозом ботулизм, 8 в тяжелом состоянии. Все они 16 и 17 июня употребили салат Лобио, производителя Local Kitchen, работавших под брендом «Кухни на районе». Предполагают, что в его составе и была опасная консервированная фасоль от одного из поставщиков. У всех пострадавших схожие симптомы: головокружение, слабость и трудности с дыханием. Это признаки ботулизма, которые затем подтвердили и в больнице. Практически все пациенты указывают на нарушение зрения, это туман перед глазами, двоение предметов. У некоторых пациентов так называемый птоз, это опущение век. Также возможно нарушение глотания, нарушение речи, может наблюдаться смазанность речи. В этом случае у больных может быть заподозрено острое нарушение мозгового кровообращения. География отравления: крупные города, кроме Казани, Москва и Московская область, а также Нижний Новгород. Почти 200 человек по всей стране, и это только обратившиеся к врачам. В день, когда появились первые факты, производитель разместил в социальных сетях сообщение о том, что они прекращают продажи салата. В рецепте использовали консервированную фасоль от одного из наших поставщиков. Уже убрали блюда из продажи и начали проверку всей цепочки поставок и производства. Еще накануне управление Роспотребнадзора начало изымать опасную продукцию. На данный момент с продажи снято 136 порций. Все они отправлены на экспертизу. 116 порций было приобретено по всему Татарстану. На сегодня вся продукция приостановлена. Со всех точек реализации она была изъята. На сегодня продукция исследуется в нашей лаборатории на предмет наличия возбудителей, в том числе возбудителей ботулизма. Управление установило всех покупателей и обзвонило лично каждого, выясняли состояние. Установили круг лиц, которые заказывали данную продукцию за период с 12 по 15 июня. Их оказалось 116 человек. Мы их максимально вчера обзвонили. К сожалению, не все ответили на звонок. Некоторые отказались разговаривать, но вместе с тем всех, кого мы обзвонили, мы расспрашивали на предмет наличия симптомов и, конечно же, рекомендовали обратиться за медицинской помощью. Изучив истории покупок, специалисты выяснили, что ни один из салатов не был куплен в магазине. Все были заказаны в популярном сервисе доставки. Вот так через приложение казанцы делали заказ, а вот из таких точек уже курьеры довозили их до адресатов. Таких точек 50 по Казани. Были ли салаты у них, в этом пункте отвечать не стали. Можете сказать, вообще, вот были салаты лобби здесь? Я давайте позвоню, уточню, а потом, если мне разрешат что-то дать, комментарий какой-то, я вам сообщу. Можете пока на улице подождать? По всем фактам возбуждены уголовные дела. В Москве задержаны подозреваемые: руководитель компании и производителя, генеральный директор компании по доставке и руководитель отдела качества. Был выявлен факт нелегального пребывания мигрантов. Оборот продукции этих производителей приостановлен. С учетом собранных следствием данных, свидетельствующих о том, что все пострадавшие употребляли в пищу продукцию одного производителя, председателем Следственного комитета России принято решение об объединении уголовных дел в одно производство и передаче для дальнейшего расследования в Главное следственное управление. Сейчас в Казани 2 пострадавших подключены к ИВЛ. Большая часть отравившихся – женщины. Рамиль Шайдуллин, Данил Филатов, Альбина Минаева, ТНВ, Казань.